Hakla radyo тлегенемер. Паян игибинде вунда хырмашылги юбауэхен то хырмаша. Таллин чувашла галазять. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 9 октября 2019 года. Таллин говорит по-чувашски. Hakla радио тлегенемер земер. Пирым пурнышпа козыкланаган земер, индешемер земер. Хава сирмбе калех тел булма. Вохот хавар чубатшке. Калехе бир сирмбе тел булат бар. Ага энде чын-чын керхи кунсем шидейлеште кайреш. Пирань ума килзедачеш. Шаунбахта энде эбир сирел хамар енжен паныс маха пурнашлас тезе халық елы ергизембе. Чываштанжи остонлахбе малалла палаштарат бар. Шаунбада энде пирен паян хекаларым райзер, юба уехе чываш халық пурнажинже мән пілдерішліні шинжин калаша бар. Шагынбеге кергунне чываш халыхен шутшандалық па мілі уявсем шихынсадын не каласа бара бар. Тада кер уехесем мілі чываш халық Йыла ергебе шихынсадыны не азайлы бар. Паллахенде йыла ергесене азайлдерні май, чываш халық юризем беде келенме манма бар. Паян кыларымра, хына юризем шыранеш, янареш. Наш выпуск передачи сегодня выходит, когда осень уже полностью вступила в свои права. И сегодня мы поговорим об этом, что прочно связано и с чувашским народным календарем, а именно с тем, что важно для осенних месяцев в связи с различными народными традициями. В основном наш разговор будет связан с текущим месяцем, так как это было время, когда чувашские семьи очень тесно общались между собой, ходили друг к другу в гости, справляли различные обряды и молились. Так же, как у финно-угорских народов, месяц октябрь был месяцем, когда обращались к духам предков для национальных традициях. Эти традиции тесно связаны со всем родом, с семьей и с различными национальными праздниками, которые в последнее время находят место среди чувашей в уголках огромной территории России, где проживает чувашская диаспора. Сегодня возрождаются те традиции, которые живут в виде приготовления различных народных традиционных блюд, соблюдения обрядовых традиционных праздников. Шул-хыщен шул-иртнемай, эмерсем-хыщен эмерсем, идемсене тәрлі пелюзем пухмамайваны. Чывасен тәрлі ела ергесем адалан забына, шулдалы киге бая байланна, вол хевел кунезембе тачын жығынсадына, шуллахи тадай хеллехи тапхырландына. Цивилизация вохача пушлансага иченей, шинзем ага суха тума тыдыны ченех хезем пурнышне хевелбе, тада уих пажығындарна. Шауын бағынды хезем премш уявзене везембех шығындарма пушла заяна. Год чувашей делился на 2 сезона – летний и зимний. Доцивилизационную эпоху, когда еще не сложилось земледелие, именно циклы Солнца и Луны являлись первейшими факторами, которые влияли на становление древнейших празднеств. Безусловно, дни весеннего равноденствия, зимнего, летнего солнцестояния были известны древнему человеку, а наиболее почитаемым мог быть только день, с которого начинался расцвет природы и усиление солнечной активности. Ага суха эшне хынхнымай халыхын, шак эшзембе шығынза дана тәрлі ела ергезем адаланашы. Чын білдері шлівізенден шырышпе шығынныскер агадой. Вол шулдалығым піреміш білдері шлі уявізенден бәрі. Тада дебре вара керхи күнзембе шығынзадыраганскер. Вол шыр әжібе едем турра тавдуза келдуны бе шығынна. Она чуклемедене. Уехеде чук уех ятнейлна. Ку ела ергезем шайынже, шемье, кил жұртпа шығынналары дұру да шутшандалық вғытбе шығынна, пірлежесі, вилем, шулдалықра, авланма, качагайма, кирік менле куна суйлаза илеймен шамрықсем. Тибе гунезенже ку
уявзене ирттермен. Вильня жинзене келдоза азына сиде йылара болна. Халя де шак жерге манышра тухманха. Родитель гунезене мунжа хутса, пурде шывынза тухса азына си хальхи кунзенчи де бор. Агалден марынде пирын халық уих ядземде хайхурамла. С появлением земледелия появляется другая группа наиважнейших празднеств человечества, и наш народ также опирался на эту логику, как и другие народы. В этом новом цикле главными точками отсчета являются день проведения первой бразды Агадуй, благодарение за выращенный урожай чуклеме. Само моление чук давно дало название месяцу ноябрь, и он в чувашском народном календаре и известен как месяц чук. Другая группа циклов празднеств делится на семейно-бытовые – брак, смерть, связанные в чувашской этнокультуре также с календарным циклом. До сих пор молодые, которые хотят создать семью, день свадьбы выбирают так, чтобы этот день не попал на те дни, когда считаются временем поста. И в это время невозможны различные ритуалы. Это очень четко выражено и имеет самостоятельный смысл и в названиях месяцев. Первый месяц года – это апрель, ага, месяц севера. Май – щу, лето приходит, июнь – шертме, паровой месяц, когда запрещалось чем-либо беспокоить землю. Или по-другому, херуехе, начинаются праздники, проходят свадьбы. Июль – уто, косят сено. В августе – шурла, серп, уборка хлебов. И у земледельцев не было понятия борьба за урожай. Просто надо было успеть собрать все, что дала природа. Сентябрь же – аван, подготовить, убрать все, что собрали, понять, какой урожай вырастили, чтобы это хватило до нового урожая. Октябрь – юба, давал возможность насладиться хлебом нового урожая, и самое главное, ставили столбы на новых могилах. У чувашей раньше не ставили крестов и молились о благоденствии семьи и рода. Ноябрь чук – месяц, когда молились о благоденствии рода. Декабрь – раштав, январь – корлач, февраль – норос. Март – пуш – пустой месяц, подготовка к новому годовому циклу и начало весенней половины года. Хальхи уях, юба уяхе, шаумбада унжинджин каласах варас келейд. Мэншин халық чабыр уях не перін таврара, юба уяхе деші. Әлік авалхи елаба тәне кемен чвасем агамын беге калажашы. Шакуйығын юлаш керненде чвасем кам аслырақ шанбатне бұғынашы, юба күнне ертереші, еппен ваттызене озана азынашы. Куйылда пыргун хушинде бұлза ердейд. Шавгун вилді призем шинже киве юбазем вырынне шыннезене лардашы. Тербейлем күреші. Юба жүмне абат шимік таткаласа хураща, сараба пиллештереща. Юба чваш календарем вуннамыш уих яджа. Вырсла вара, октябрь уих папарбек шутланать. Уих яджа кувахтра юба уяве, вильнизене азанны, иртне берги пулзагайна. Юба уихра педембе, водорбергун. Вырсла октябрь, латинла, окта саккар. Смахинчим пушланца гайна. Авал римраку саккармыш уих яджа болна. Славянземгу уих авал листопад ятлы болна. Шулшы тоғыныве десеченне. Авалгу уихра швазине тербе кертне. Христос тане южынман чвасем вилді преземшине. Чи малдан салам калы кезен лартна. Юба уихенче везене юбазембе улыштарна. Шау саваплы әже ялана бір вағытра ергелене бірге уяв ятнеде шаунбеге ятпана. Шулдалық пұшламышынде дараган кырлачпа, нұрыз уйхесем шамрық ажабы жана азайлдерне. Юбаба чугу уйхесем ватта сулынны йоқ пұшызене азайлдерне.
Кер енне кайсан ваттызен йылы ерге пушланна. Шапла шаврынза пына чываш шулдалагя. Яшызен хойзен вахызе ваттызен хойзен. Ватта сумас васи чываш хушинде мен авалдан пызы хизе пребылна. Юба уехен малалахи тарахенчи шут шандалак тенебе пурынна чывасен ваттызене азанна. Шулдалық хушинде тибер шаврынза тухмахлыхне тырабылла вылях черлехпе алыран чибер ярза аллайызы чибер чаврынзай илемлехне панышын шут тенджери леш тенджебе кайна ору пужизене хонохлна чынседе килзе уявдуна. Чавастем аненне тырых шулдалық хутлахенже вильне жинзем юба уйхенже шидичен кут тенджерей чарризен хушинже бурынна. Шамбада виле пыдарна чухне, вильда прижине парнелек саламлах терлі сәлгешік сағварна. Юба уйхенжецен тень вильда прижине юба гайзалартна. Шага вара канышлық туна хурында жымыр пирін хушымырдан яланлықақ чын жіре уйрылса ганене білгерне. Юба уйхенже кудын жере хойзенешне вишлене жинзем ялан лохах леш тіндене гайса шытмахра сәтлі гүлере канышлан тупна. Чырризем вара сы шилыға да свапла шак шыр жинде візем пушласа хварна же малалла сабымалла. Үрі пиріштізем пурныш кенделіне малалла авырлана. Пурныш шиппи тадылман, пурныш шав малалла гайна. Главным обрядом, посвященным предкам, является юба. Чуваш юба иртерни. Осенние поминовения предков, проводившиеся в месяц юба, это октябрь. То есть месяц поминок по чувашскому календарю. В дни осенних поминок ставили постоянный на могильный столб, памятники из дерева или камня, вместо временного салам-калагя, который ставили во время похорон. Основное место в культе предков занимают жертвоприношения с молитвами. По-чувашски это звучит хывны. Культ предков заключает в себе погребение по установленным правилам, обычаи установления салам-галагя, и через месяц юба-памятник праздники, связанные с всеобщим поминовением усопших. Атрибутами обряда являются скульптура юба, разжигание огня, костра, танцы на горящих углях, хоровод с песнями. По-чувашски это юба-юрризем, музыкальное сопровождение на скрипке, гуслях, волынке и так далее. На специальном алтаре для свечей, ужа-юби, улджиби, когда столб лежит в полном облачении, как покойник в избе на постели, и на столбе после его вооружения на кладбище зажигают свечи, поддерживая горение до утра. По представлениям древних, после создания белого света предок являлся к живым, его угощали, чтобы сохранить благополучие живых и продлить род. От предков зависело состояние природы, плодородие полей и тому подобное. По представлениям древних, умерший человек превращался в предка постепенно, со временем. С культом предков были связаны обряды калом, весенний праздник, щимек, летний праздник, и юба, осенний праздник. А к началу осеннего Нового года все работы должны были быть завершены. Обязательно в копну укладывали сноп из 7 различных злаков и цепами выбивали зерно. Потом, разобрав копна, зерно попадало в амбар на хранение. И, наконец, приходило долгожданное время отдыха в череде полевых работ. И приходила более спокойная пора, и наступала пора разных обрядов и праздников. Шенядырра кивек медисе чуваш христиане, хурындаш ратнене егырза илна. Тван педене керегене лартна, вара алыран алла гайса кургабына, чуклеме гурги,
Турыба патша курги, турамыш курги десе, керегере шаврынса пымабышлана. Хура шербе квабаран шығынны шырышчене, түнде хуши тигес тонышын, шырға крижінже тірлі-дәслі тырбул шуратсапанышын, шутшандалық турра тавдуза чуклене, ял ежа хурында шырыва, кил тіріже чиберді цадонышын, йохыру пүшізенде кереге умінде ларца пүшшапны. Такмак бітсен кереге тавра, курга жаврынны, ундан юрыда жабышланы, илемліде, килбетлі, пулнышке шавчаваш кереге. Алла баны кургана асран гайме, аги сухине юрламазар астивмен. Чуклеме ерге вішлензе бынымай килди вадызене керегене ларца пущапна. Мен пур чуклеме халохе вадыземумне сулаха чергу шибе хутланса пущапна. Саламбаны. Саламбарза пехел илні жүхне юрламалы юрі, юрли хойне болна. Именно осенью чуваши совершали чуклеме обряд освящения нового урожая, жертвоприношением духом природы, умершим предкам, сопровождавшийся угощением всех сородичей. Глубокой осенью, после завершения молодьбы, чувашские крестьяне тщательно сортировали и распределяли зерно. Самое лучшее на семена, что похуже на корм скоту, а остальное на муку. Партию, предназначенную на муку, сушили в авинах или печах и везли на мельницу. Старшая в доме женщина затевала солод, проращивала зерна, несколько раз обрызгивая со свежего веника, солодила, ворошила его. Затем старики подвозили это все на мельницу. Тут рассказывали разные истории, предания, сказки. Ночлег на солодовом авине, солодавания запоминался детям на всю жизнь. Готовый солод вместе с зерном везли на мельницу. Мельница, как и солодовня, была в чувашском быту своеобразным клубом, местом общения, средоточием новостей, споров, легенд. Мельница завершала долгий и подчас очень рискованный путь хлебного зерна. С мельницы крестьянин возвращался с чувством огромного удовлетворения, преисполненный гордости за итоги своего нелегкого круглогодичного труда. Теперь уже можно было радоваться, и чуваши недаром говорили: с мельницы и дрянная лошадь возвращается пританцовывая. Муку засыпали в специальный деревянный ларь в амбаре. Она поступала в полное распоряжение хозяйки дома. Готовясь к обряду чуклеме, хозяйка варила пиво из нового солода. На подготовку солода требовалось около 2 недель. Варка сусла занимала 1,5-2 суток. Готовое сусло разливали в дубовые бочки и ставили в погреба. Там оно бродило 3-4 дня. Накануне чуклеме с вечера хозяйка творила тесто, а утром замешивала. Пока топилась печь и тесто поднималось, хозяйка брала тесто из квашни и начинала формовать хлеб. Паянге каларма незелень пегелебе вишлес келеть. Сваплықшын, тада тивешлікшін пана кере жүресана, чи жанна шинзем сутреш пулзанда, сан ередавра тошманзем булзанда, езі торбі чендерзай юлдым булзанда. Ан барын, пәл, езі нихжанда пічен юлман. Санын юн тымарзенде, незілюзен свапларзен юне юхать. Шав юн сана нихжанда сутме. Керек мінле еврлаха да шәлі. Езі де шак юна ансут. Шаккылар мрайы бер. Пирен аякра шив юхать юрба вислетпер. Она Виталий Адюков юрлатте кеввинеде галать. Авалхи сазылы юра семмесем чырырзене ожытса драйчер. Пирен аякра шив юхать. Песня исполняется
Виталием Адюковым. И сегодня мы хотим закончить эту передачу этой песней, потому что это похоже на старинную молитву. И говорит, рядом с нами течет река. Шагынбай бер баяхи кыларыма вишлейт бар. Сирмбе малашни детел буласа шанза уйрылат бар. Бирін кыларыма езір малашни дяғал жүхнеги бегей хонохнавығы трайтлеме бұлдарадыр. Кукыларыма и хадырлегенсе Ираида Захарова, тогда Ингрид Янс, сазы режиссере. Ерце Браганя, Ираида Захарова. Мы с вами прощаемся до следующих встреч. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида Захарова. Вырса хешмеге юрамас, Ириня яппашы юга, вырса хешме юрамас. Урда ванзем хушенде, Бири хураланма юрамас. Урда ванзем хушенде, Бири хураланма юрамас. Буржанду дара бош толды, Шексана жүже май долды. Буржанду дара бош толды, Шексана жүже май долды. Биринда ванзем кош толды, Бурма бәлесен пул долды. Биринда ванзем кош толды, Бурма бәлесен пул долды. Пчекші жалғыш бұраллы, ұзақ тұрыран гиттер. Пчекші жалғыш бұраллы, ұзақ тұрыран гиттер. Ай-кай қарыт тоған зем, келезек жүрір амманыр. Ай-кай қарыт тоған зем, келезек жүрір амманыр. Кузандан дуға götüma жол, 이가에 기백 불라도 부산당 누가 교통마주 이가에 기백 불라도 şuralar uydular deyip yoralasan dört dolar Buradolu şuralar uydular deyip yoralasan dört dolar